Почему беспилотники изменили саму логику современного боя и как этот опыт применить не только на фронте, но и в мирной жизни? Поговорим с ветераном СВО Мурадом Шафиковым. Вы смотрите интервью на канале БСТ. С вами Юлия Краснова. Мурад, здравствуйте. Здравствуйте. У вас есть за плечами опыт СВО. А когда впервые вы столкнулись с работой беспилотных систем? На самом деле, до того, как я попал именно в бригаду «Гром-Каскад», это отдельная бригада беспилотной авиации, прям вплотную я с этим явлением не сталкивался. Все было на ходу, все изучал, понимал. В принципе, мой багаж технических знаний мне было достаточно, чтобы работать техником, запускать беспилотные аппараты, разведывательные, непосредственно в поле. А вот почему именно это направление выбрали? Я знаю, что образование вам, конечно, тоже там помогло. Отчасти образование, и у меня просто были знакомые ребята, это вот коллега по штабу, по госсобранию вашему, круто, Яков Кагубаев. Вот я посмотрел, как он служит, мы ему отправляли гуманитарную помощь. И, естественно, попросился к нему, чтобы, во-первых, было неудобно, потому что, приезжаешь с гуманитарной помощью, видишь, как ребята наши, такие же, как я, выполняют боевые задачи с оружием в руках, а мы, грубо говоря, побыли, уезжаем как туристы. И было немножко такой диссонанс, что ли, чисто в душе, не совсем удобно, и поэтому думаю, надо отдать свой долг. Тем более, что срочную службу я не служил, потому что я многодетный отец, так получилось, что рано стал многодетным отцом, поэтому получил все отсрочки и хотел показать пример, в том числе своим детям, что Родина у нас одна, и что служить надо, и рано или поздно свой долг придется отдать. И плюс, наверное, Яков Анатольевич умеет мотивировать. Хотелось все-таки в знакомую атмосферу попасть, да. Наверняка были такие ситуации, когда именно беспилотники решили либо исход какой-то операции, либо спасли чью-то жизнь. Были ли вы свидетелем, или, может быть, какие-то вот такие яркие истории помните? Таких ярких историй я не могу сейчас припомнить, но на самом деле наша бригада беспилотной авиации, она родоначальник, я так считаю, вот этого нового рода войск беспилотной системы, потому что она одна из первых создавалась, сначала как расчет, потом батальон, потом уже 3 батальона у нас, и мы работаем, наша бригада растянута по всей линии фронта и выполняет разведывательные задачи. У вас есть за плечами техническое образование. Это что за образование? Я инженер, механизация сельского хозяйства, наш любимый родной аграрный университет. Но это мне близко, и по предыдущей работе все, что связано с автомобильной техникой, поэтому я сразу попросился, чтобы не сидеть за компьютером, потому что компьютеры, во-первых, может, и по возрасту я уже немножко далек от этого всего, и поэтому там и молодежи было достаточно, которые очень хорошо справлялись с задачами операторов. А мы, техники, работали в поле, какая-то совсем другая немножко присутствует романтика, можно так сказать, потому что работа техников, это надо чувствовать ветер, погоду и все, чтобы запуститься аккуратно и принять птичку. Немножко такая работа более такая приземленная, что ли, скажем. Мы же ездим на автомобилях, те же УАЗики, Буханки, Соболи, Газели. А в любой момент надо, чтобы она была в боеспособности, надо залезть, поковыряться, что-то поменять, колесо туда-сюда. Это очень мне пригодилось, и мне привезли мою личную машину, грузовичок Соболь. И я на нем работал, в том числе и боевые задачи выполнял. И ремонтировать приходилось самому в поле, на снегу. Нормально. Я думаю, что такой мой опыт пригодился и непосредственно для выполнения задач, мой гражданский опыт. Гражданский опыт пригодился на СВО, а как сейчас опыт СВО встроился в вашу мирную жизнь? Самое главное, наверное, я немножко пересмотрел, свои жизненные ценности, потому что видишь особенно мирные жители, которые находятся там, которые в какой-то один момент, все, что нажито непосильным трудом, одним разрывом, одним взрывом, нет у тебя дома, нет у тебя близких. Поэтому, когда сюда приходишь, уже совсем по-другому, у тебя система ценностей
поменялось. Ну и, наверное, ценится время жизни, проведенное с близкими людьми, еще больше. Да, хочется быстрее все успеть, там где-то не побывал, там охота съездить, все успеть, пока есть на это время и возможности. Но мы сейчас нередко говорим, что беспилотные войска – это, по сути, элита. Это иногда решает исход боя. И военные действия больше ведутся в небе. Вот вы как думаете по этому поводу? Так ли это? Это переформатировало в значительной степени вообще ведение боевых действий, появление вот этих беспилотных средств. Ну, с точки зрения разведки, да, конечно, очень эффективно. Мы очень много выявляли целей. Каждый запуск это там порядка 10-20 обнаруженных целей, которые мы передаем, и по ним уже выборочно, может быть, идет работа. Я думаю, что это очень-очень важно, и на счету нашей бригады «Громкаскад» очень много выявленных таких очень стратегических целей, которые потом были уничтожены, поражены там артиллерией и другими видами войск. Я думаю, что мы свою эффективность доказали на поле боя и стали, ну, опять повторюсь, родоначальниками нового рода войск. Я думаю, что это отчасти «Громкаскад» свою лепту внес. Да. Ну и у вас есть опыт в Народном фронте, вы сопредседатель регионального штаба. С учетом вашего боевого опыта, опыта сопредседателя этого регионального штаба, как вы, соединяя все эти свои накопленные навыки, помогаете ребятам, кто вернулся, адаптироваться здесь, к мирной жизни, и тем ребятам, кто продолжает служить, может быть, вы отправляете гуманитарную помощь? Да, ну я и пришел на СВО, и все начиналось с нашей гуманитарной миссии Народного фронта. Я один из первых, кто из штаба. Я начал ездить, и потом потихонечку пришел к тому, что страна у нас одна, задачу надо выполнить. А что бы могли вот этим ребятам сказать, кто стоит перед выбором, или, может быть, кому уже удалось принять такое решение, что бы пожелали им, какие слова подсказали, может быть? Ну, нам жить еще в этой стране, да, война, она когда-то закончится, поэтому я думаю, что, чтобы потом не ходить и не прятать глаза, где ты был, когда мы там защищали Родину, во-первых. Ну, я думаю, что это должен принять для себя каждый сам, внутри себя какое-то решение, поэтому кого-то там говорить, что там давайте идите, я думаю, это каждый сам решает для себя, мы там нужны, хочу сказать, люди нужны, люди с опытом, люди смелые, всегда нужны, я думаю, что всегда пригодятся Родине, и Родина всегда скажет спасибо. Я благодарю вас за то, что вы пришли. Передавайте привет своим родным и близким. Передаю привет родным и близким. Спасибо вам за службу. Спасибо за приглашение. Я напоминаю, что вы смотрели интервью на телеканале БСТ. С вами была Юлия Краснова. Увидимся в эфире.